Здравствуйте все, кто любит размышлять, анализировать, смотреть разные разборы аналитического характера. И меня зовут Амаль Араби. И я на своем канале показываю и рассказываю то, что я видела сама в реальной жизни, и то, что было применимо, и то, что вы можете применить, возможно, в реальной жизни на основе моего какого-то опыта, на основе моих профессиональных и личностных качеств. И сегодня хотела затронуть тему, на которую натолкнул меня блогер на просторах Ютуба. Скажу сразу заранее, многое в высказываниях этого блогера мне откликается, и довольно многое я бы, конечно, применила, например, во многих странах. И натолкнула меня на мысль видео, в котором говорится о том, что добрачных отношений не существует. Почему меня эта тема затронула? Потому что я, как человек, который, разумеется, в свое время довольно активно искал, ну, возможно, сейчас уже не ищет, потому что фокус сменился на другое, но человек, который искал, разумеется, какие-то варианты построения межличностных взаимоотношений, конечно, мне было очень интересно понимать и анализировать все, что с этим связано. Ну, за неимением того, что в нашей стране, и да не только в нашей стране, да, нам, скажем так, не прививается эта культура взаимоотношений между людьми. И натолкнуло меня на мысли именно вот это видео. Сейчас мы его посмотрим. Как таковые отношения до брака, они не существуют. Единственное, что ты можешь сделать, это пообщаться при свидетелях, поговорить, узнать, увидеть ее. Это абсолютно как бы нормальная история. У этого формата, само собой, есть сторонники и критики. Я бы не хотел, чтобы, условно, идя со своей супругой по улице, я бы встречал с десяток бывших ее парней. И я не считаю, что история, где, ну, прости меня, 1000 раз аудитория, девушка вспоминает, от кого она забеременела, это нормальная история. Да, сложно не согласиться с этой мыслью. Я согласна абсолютно с мыслью этого блогера о том, что добрачных отношений не существует. То есть на самом деле до официальной регистрации есть только один момент – это узнавание другого человека. То есть отношения до брака не строятся, они строятся уже в браке. Но до этого периода, конечно, люди друг друга узнают, и этот период, он очень важен. В чем я здесь согласна и что мне здесь откликается? Мне откликается то, как вообще по идее должно быть. То есть, конечно же, это формат, который часто фактически неприменим к другому обществу. То есть, например, насколько часто вы видели такое в Казахстане, насколько часто можно видеть такой формат в России, подозреваю, что нет. Но именно этот формат, он наиболее безопасный и наиболее правильный. От чего это зависит и почему, например, у нас в наших странах, ну, я могу говорить сугубо с позиции того, как это может быть и могло бы быть в Казахстане, практически мне сложно это представить. Я могу, опять же, рассуждать, исходя из того, что я видела, из того, что я наблюдала. И, конечно же, великое счастье и, наверное, большая удача, что меня не занесло по этим наблюдениям в какую-либо реальную историю. Случай не может быть вменен в качестве примера для всеобщего подражания. Это я сейчас Канта процитировал. Категорически императив, потому что просто повезло. И что еще мне хотелось бы здесь откомментировать, так это то, что данный формат, о котором говорит данный блогер, который ну, импонирует по некоторым мне высказываниям, в первую очередь этот формат правилен своей безопасностью и применим он чаще всего, ну, как мы в принципе сами видим, конечно, он применим именно в тех странах, где есть патриархальное устройство. То есть, где есть следование определенным традициям, то есть это такие народности, которые все-таки еще этот момент сохранили. То есть, если, например, мы говорим про страны с традиционными устоями, то, безусловно, там будет именно так. Но если, например, мы говорим про
Другие страны, например, если это Казахстан, Россия, Белоруссия, опять же, я буду говорить исключительно за Казахстан. То есть в данном случае реализация такого формата, который является более правильным, более безопасным для людей, он реализуется по-другому, если мы говорим о Казахстане. Почему? Потому что сейчас все-таки этот формат зависит, на мой взгляд, более от социальной принадлежности человека. То есть, конечно же, если мы говорим о Казахстане, и я могу опять же судить с позиции своего проживания в Алмате и Астане, то довольно сложно представить, что в рандомном обществе, которое ты, например, не выбирал, которое не выбирал от себя, что такой формат возможен. То есть наш уровень моральных ценностей, он максимально снизился. И, в принципе, уже давно он начал это свое снижение по наклонной плоскости. И с учетом этого я очень сомневаюсь, что такой формат мог бы применим быть именно в нашем обществе. То есть он применим когда такой формат? Он применим тогда, когда есть законы, есть определенная патриархальная структура общества. Ну, хорошо, откинем фразу патриархальная, но есть определенная структура, которой все следуют. И на основе этой структуры защищен каждый из этих слоев, да, структуры. То есть, если мы говорим, например, конкретно про женщину рандомную, любую, которая проживает в Казахстане, о какой защите вообще может идти речь? То есть данный формат, когда люди знакомятся и при свидетелях общаются, и только потом у них возможны официальные отношения, без всякого, ну, вы понимаете, да, без всяких вот этих левых движений, он осуществляется только либо в узкой среде людей, которые связаны между собой, то есть если это такая, скажем, клановая история, если мы говорим конкретно про Казахстан, да, либо если это действительно еще раз клановая история, и она более традиционная, но в Казахстане я такого не наблюдала. То есть если говорить откровенно, данная структура и данные правила, которые, кстати, также применимы у евреев-хасидов, у которых также принято сначала узнавать человека, то есть сначала собирать досье на человека даже, с кем ты хочешь познакомиться, да, и только потом люди встречаются, общаются и потом заключают официальный брак. Но они понимают, с кем они имеют дело. То есть это не рандомная случайная история. Но совершенно другое мы видим, конечно же, на нашей территории. Потому что если мы говорим о том, где работает эта структура, где работает такой формат построения взаимоотношений, он работает, опять же, в странах с четкими устоями. То есть в странах, где есть понимание традиций и исследование им. Ну и, разумеется, это такая же клановая история. Потому что, например, сложно представить, что в какой-либо глубинке, неважно, это Казахстан или это Россия, сложно представить, что там в рандомной, например, семье, которая условно не очень, скажем, благополучная, и, например, ту же девочку никто не защищает, сложно представить, что ее будут вот так же знакомить, и она будет при свидетелях с кем-то общаться. Это очень маловероятно. Скорее всего, все закончится довольно печально, то есть у нее будет плохой опыт, она разведется и станет одной из сильных наших независимых женщин Казахстана. Очень уважаю женщин Казахстана, потому что считаю, что это очень продвинутые женщины, это очень успешные женщины, которые способны на многое. И тем не менее мы говорим о том, что наше общество, именно общество Казахстана, оно не защищено. Именно женская часть не защищена. Ну, давайте откинем ту историю, что, например, в Казахстане никогда не было мужчин, да, ну, хорошо. Это как бы факт, я думаю, известный. И вернемся опять же к тому, где может работать такая система. Она может работать только там, где женщина априори защищена. Потому что если мы говорим, опять же, о рандомных семьях, если мы говорим о неполных семьях, если, например, девочку воспитывала только одна мать, условно,
то сложно представить, и у них нет никакого окружения, нет абсолютно никаких родственников и никого, кто бы их поддерживал. Довольно сложно представить историю, что девочка это будет колоссально защищена. Ну, конечно же, если мы опять же берем во внимание экономический аспект, если там есть определенный тоже круг, может быть, профессиональный, да, то тогда, да, тогда, возможно, она будет более защищена. Но если там нет никакой защиты, ни экономической, ни социальной, ни, конечно же, от самой матери защиты, то ничего этого не будет. То есть никто не будет следовать этим правилам. То есть, скорее всего, эту девочку будут булить в школе, скорее всего, она не будет понимать, на кого ей смотреть желательно, на кого нежелательно. Скорее всего, она даже не будет понимать свои ценности, потому что ей это не транслировали. И, соответственно, мы будем получать то, что мы по итогу получаем. Полный провал в качестве мужского контингента и очень высокое качество, но при этом очень высокий уровень травмированных женщин. При этом, какими бы успешными они ни были, все равно эта травматика, как по мне, она остается. Поэтому я абсолютно согласна с этим форматом, о котором говорилось в видео. И хотелось бы добавить момент, что это очень сложно применять в настоящем времени в тех странах, которые потеряли следование моральным принципам и следование моральным традициям. То есть это очень сложно делать и осуществлять, если общество не защищено и если нет абсолютно никакой клановости. То есть в здоровом понимании этого смысла. То есть мы, как страна, которая, в общем-то, развивается, да, и она идет, я считаю, все-таки вперед к прогрессу, но мы все-таки давно потеряли вот эту культурную идентичность, и, безусловно, наше общество, оно при всем при том, что развито, цивилизовано, и у нас абсолютное равенство прав, но, тем не менее, вот этот аспект мы потеряли. И пока этот аспект будет потерян, всегда будут социальные тревожные звоночки, всегда будут моменты абьюза, всегда будут в новостных сводках новости о том, как кого-то убили, прибили и так далее. То есть это неизбежно. Я не говорю, что этого не бывает в каких-то других странах с более патриархальным устоем. Хотя многие говорят, что якобы в Казахстане есть патриархат. Нет, простите, его нет и никогда не было и не будет. Вот. Но то, что касается именно защиты женского населения как основы моральной, нравственной культуры общества, у нас этот аспект просто был давным-давно потерян. И когда он восстановится, это тоже большой вопрос.